Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, открылась в Музее боевой славы имени Владислава Арзанова. А затем состоялся концерт, на котором актеры Государственного русского театра драмы исполнили военные песни. Завершением мероприятий, приуроченных ко дню 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стала выставка в Музее боевой славы имени Арзанова в Сухуме. Посетители экспозиции здесь могли увидеть личные фотографии героев, их боевые ордена и медали, письма с линии фронта. Эти экспонаты предоставили сами ветераны и их родственники, бережно хранившие эти материалы несколько десятилетий. Выставку посетили руководители страны, ветераны Великой Отечественной, представители общественных организаций, школьники. Как сообщила директор Музея боевой славы имени Арзанова Мзия Бея, материал для экспозиции в музее собирали со дня его открытия. За год собранный материал. В прошлом году мы не успевали, к 70-летию очень хотелось, но тогда еще было мало материала. Но сегодня уже накопилось достаточно материала, чтобы предложить его народу. И вот видите вот эту витрину, наша самая любимая витрина, в которой красуются ордена и медали наших доблестных воинов, выходцев в Абхазии. И вот герои, вот здесь с этой стороны, значит, 22 героя наших и 3 полных кавалера орденов славы. Мы гордимся каждой нашей экспозиции, особенно трогательные вот эти вот письма-треугольники, которые видите вот в этих 2 витринах. По словам Мзии Бея, собрано большое количество материалов, но выставить документальную экспозицию не позволяет площадь. Поэтому решили фотоматериалы представить на экране в одном зале, а в другом разместить экспозицию армейских вещей. Кроме того, директор музея сообщила, что теперь экспозиция о Великой Отечественной войне будет расположена в музее на постоянной основе. Также планируется внести имена участников Великой Отечественной войны в интерактивный стол, в котором сегодня каждый желающий может получить информацию об участниках Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. После открытия выставки состоялся концерт, во время которого актеры Государственного русского театра драмы исполнили военные песни. Экспозиция вызвала живой интерес посетителей. С учетом этого она будет дополняться. Также будут выставлены архивные материалы и документы, связанные с Отечественной войной народа Абхазии. Более 200 представителей абхазской диаспоры приняли участие в шествии Бессмертного полка, который проходил в Москве. Колонна прошла от метро «Динамо» по Тверской улице и по Красной площади. Наши соотечественники несли фотографии своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них погибли до окончания войны и не смогли пройти маршем по Красной площади. Символично, что с их портретами по Красной площади прошли их дети, внуки и правнуки. В акции приняли участие и старшее поколение, и молодежь, представители московской абхазской диаспоры, все сотрудники посольства, студенты из Абхазии. Сегодня большое событие. С Днем Победы всех поздравляем. Правление абхазской диаспоры и посольство решило в этом году организовать абхазскую колонну. Сыны и дочери Абхазии, которые погибли за свободу и воевали против фашизма на фронтах Великой Отечественной войны. Я хочу поблагодарить своего дедушку Гиц Баясона Васильевича за победу. И сегодня у нас великолепная возможность идти в бессмертном полку в колонии с абхазской диаспорой. Абхазия принимала участие в Великой Отечественной войне, так же, как и многие республики Советского Союза. Спасибо большое. Всех с праздником Великой Победы. Мы чтим и понимаем, какой ценой досталась свобода, независимость и процветание нашей Родины. Поэтому я хотел бы поздравить всех с этим великим днем и пожелать счастья, благополучия, удачи. И слава Богу, что мы сегодня все свидетели суверенитета Республики Абхазии, который спокойно, демократично развивается. Слава нашему народу! Сегодня тот праздник, который объединяет все народы Советского Союза, некогда великой страны. И это слово, за этим словом победа, ратный подвиг, тяжелый труд.
И мы поздравляем всех фронтовиков, тех, кто остался в живых. Поздравляем всех, чьи родители воевали. Мы чтим память тех, кто погиб. Очень важно то, что сегодня абхазская колонна участвует в акции «Бессмертный полк». Наряду с представителями и потомками тех своих боевых друзей и братьев, которые снискали победу над общим врагом. Большой праздник. Я поздравляю всех с этим большим праздником и желаю всем счастья и мирного неба. 11 мая в 13 часов в Музее боевой славы имени Владислава Арзенба состоится первая конференция общественной организации Ассоциации ветеранов боевых действий 1992-1993 годов, сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии. Перед началом конференции ее участники возложат цветы к мемориалу погибшим в Парке славы. Организация создана в целях оказания социальной поддержки, правовой защиты ветеранов и инвалидов системы МВД Республики, участников боевых действий и членов их семей. Более 300 сотрудников МВД Абхазии, участники Отечественной войны народа Абхазии и исполнявших свой служебный долг, из которых 123 человека погибли, 41 в бою и 82 при исполнении служебных обязанностей. Основной задачей нашей организации является отношение к ветеранам, к сотрудникам Министерства внутренних дел, оказание материальной и моральной помощи, организация каких-либо мероприятий по отношению к нашим ветеранам. Мы создали свой счет. Что мы смогли в прошлом году сделать? Это около 6-7 человек, 2-3 человека попали в больницу, мы оказали материальную помощь от 10 до 15 тысяч каждому. И помимо этого, те, которые лица лежат дома и не могут сегодня двигаться, мы им оказали и 10 ноября, и День милиции по 20 тысяч. Помимо этого, созданная организация, мы хотим, чтобы она оказывала помощь молодым сотрудникам милиции. Хотим закрепить за горрайонами ветеранов с авторитетом, награжденные. У нас герои есть, у нас за отвагу, которые большое количество есть, награжденные государственной наградой. Леона есть, и все эти лица должны каким-то образом оказать помощь для того, чтобы наши молодые сотрудники, наши молодые ребята, которые сегодня пришли в органы внутренних дел, чтобы они могли видеть, слышать своих ветеранов, своих героев. В преддверии чемпионата мира по футболу «Канифа», который будет проходить в Абхазии с 28 мая, Управление капитального строительства республики проводит ремонтно-восстановительные работы на улицах, прилегающих к стадиону «Динамо». Для этих целей государством было выделено 30 миллионов рублей. О том, на какой стадии ремонтной работы, узнавала Сарья Смор. Строители и ремонтники приступили к работам на улице Абазинская 2 недели назад. Для проведения таких масштабных работ пришлось временно ограничить движение транспорта в этом направлении. Недовольство жителей было понятно. Автобусы, маршрутные такси ездили в обход по другой дороге. Рейсы же троллейбусов и вовсе были отменены на несколько дней. Работы еще не завершены, но уже сегодня движение общественного транспорта по Абазинской вновь возобновилось. В настоящее время ведутся работы по замене водопроводных и канализационных труб. Параллельно идет чистка ливневых каналов. По плану работы должны быть завершены к концу этой недели. Специалисты уверяют, что они уложатся в сроки. Наша фирма занимается прокладыванием водопровода. На данном участке мы прокладываем водопровод магистральную. Если вы видите, это начинается от улицы Тицаря до улицы Арзенба. Работы были поставлены нам до 13 мая. Мы укладываемся в сроки. Мы планировали сдать раньше, но погодные условия нам не дали этого. Также параллельно ведутся работы по замене канализационных труб на отрезке дороги. Это между улицей Гулия и Арзенба по Абазинской, по этой же дороге, как видите. Как отметили в управлении капитального строительства, после замены всех коммуникаций вокруг стадиона они перейдут к укладке асфальта. Тем не менее, работа на этом не будет завершена. Капитальный ремонт будет продолжен и после чемпионата по футболу. Асфальт положим, а потом будем продолжать просто работы. Мы сделаем, облагородим, так скажем, а потом уже будем тщательно уже доделывать. Там пескоуловители надо ставить на каждом квартале. Пескоприемники, так называемые. Достаточно сложная работа, там бетонные работы, мокрые работы. Сейчас, если мы начнем, просто есть опасения, что можем не успеть, поэтому
эти работы мы отложим на потом. А так сами ливневки уже прочищены, вода пошла более-менее, слава богу, так что будем делать. Капитальный ремонт с заменой коммуникации охватит участок улиц Абазинская, Дзинзария и Ардзинба. Более того, частичную замену асфальтового покрытия планируется провести по улицам Воронова и Басария. Царес, Марбислан Джинджолия, Абхазское телевидение. Первая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детской неврологии» пройдет в Сухуме. В ее рамках организован приезд врачей Российской национальной ассоциации экспертов по проблемам ДЦП и сопряженных заболеваний. Конференция организована культурно-благотворительным фондом «Ашана» и Международным фондом «Апсна» при поддержке Министерств здравоохранения Абхазии и России. 12 мая в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» пройдут лекции российских экспертов для врачей различных специализаций, специалистов ЛФК, студентов, АГУ, а также родителей детей-инвалидов с ДЦП и сопряженных заболеваний. А на следующий день, 13 мая, в Сухумской городской детской поликлинике пройдут мастер-классы для педиатров и детских неврологов, осмотр детей с нарушениями нервной системы. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, температура воздуха ночью 11-13, днем 18-20 градусов, температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.